Учится в красном платье. С авторством Саша Р. Я заприметил ее еще на вокзале. Маленькая, миловидная в красном платье ниже колен. Она разговаривала с мальчиком лет 3. «Ай, какой ты миленький, ай, какой ты сладенький. Так бы и съела твои пухлые щечки. Можно я откушу твои щечки?» Карапуз в ответ смеялся и что-то гулил на детском. «Женщина, отойдите от моего ребенка, не трогайте его лицо». И нервная мать малыша выдернула пухлую ручку сына из ладони любвеобильной незнакомки. Тут подошла моя очередь у окошка кассы. Я отвлекся на покупку билетов и перестал следить за дальнейшим развитием конфликта. К тому же моя собственная дочь уже изнывала от скуки и требовательно дергала полу моего пальто. Позже на перроне я обратил внимание, что девушка в красном платье пристально и напряженно смотрит на меня, как будто пытается вспомнить, где уже видела меня раньше. Ее лицо тоже показалось мне смутно знакомым, и я ненадолго задержал на ней взгляд. Поэтому я совершенно не удивился, когда, войдя в мое купе, она тут же затараторила: «Витя, привет! А я все смотрю и думаю, ты или не ты. Прости, я, наверное, так на тебя пялилась. Но смотрю и думаю, ну точно Витька ведь. Как я рада, так давно не виделись. Не поможешь мне чемодан затащить наверх, а то я, сам знаешь, ростом не вышла». Оглушенный ее быстрой визгливой речью, я укладывал ее маленький невесомый чемоданчик на верхнюю багажную полку, пытаясь вспомнить, где же я ее видел. А она уже сюсюкалась с Настей. «Настенька, зайка, привет. Какая ты уже взрослая. Вот это вы вымахали, Анастасия Викторовна, скажу я вам. Надо же, она даже Настю знает». Растерянный, я сел напротив загадочной пассажирки, рассматривая ее лицо в поисках какой-нибудь родинки, пятнышка, ямочек на щечках, любого знака, который напомнит мне, кто она даст наводку. Но ее лицо было обычным и непримечательным. Русые волосы, мягкие некрупные черты лица. Не красавица и не уродина, ни единой отличительной черты. Она могла оказаться кем угодно: одноклассницей, однокурсницей, случайным единичным свиданием, даже какой-нибудь секретаршей из соседнего отдела или мамочкой из детской площадки. «Простите, у меня плохая память на лица. Ты меня не узнала, Настя я, ну помнишь? Так и думала, что ты меня не узнал. Час от часу не легче. Насть разной степени знакомости в моей жизни были десятки. Благо, имя распространенное. Спасибо за чемодан. Слушай, как же твоя дочка на тебя похожа, прямо одно лицо». Она что-то еще тараторила, пока я лихорадочно пытался вспомнить. Так, кажется, в отделе продаж есть у нас такая Настя. Или нет, на нашем потоке была. Я потер виски, ее визгливый голос неприятно давил на уши. Она стянула с себя свитер, на мгновение у меня возник странный обман зрения, как будто ее лицо вытянулось вслед за снимаемым воротом, словно нечто липкое и жидкое. «Ну, расскажи, как жизнь, чем занимаешься, работаешь все там же, как жена с Катей, я слышала, ты разошелся. Мне очень жаль».
Да, разошелся. Но зато смотри, какая у меня теперь красавица родилась. Разговор завязался легко, поверхностный, ничего не значащий. Попутчица оказалась очень разговорчивой и, обсудив природу, погоду и ситуацию в стране, проявила неожиданную осведомленность обо всем, что происходило в моей жизни. Это получается, когда ты с Катей развелся 5 лет назад уже. Как быстро время летит. А вроде недавно мы на твоей свадьбе гуляли. Эта фраза меня неприятно кольнула, но я не понял почему. Наверное, никому не хочется вспоминать свои не сложившиеся отношения. К тому же от визгливого голоса собеседницы у меня разболелась голова. С трудом дождавшись остановки, я вышел покурить. Дочка не захотела идти со мной, поэтому я оставил ее в купе вместе с чаем, булочками и болтливой попутчицей, которая явно умела нравиться детям. После выкуренной сигареты и свежего октябрьского воздуха мне полегчало. Вернувшись к своему купе, перед тем, как войти внутрь, я услышал из-за полуприкрытой двери обрывок странного разговора. «А ножку твою, ножку маленькую, можно съем? Ну, хоть один кусочек кожи, хоть самый малюсенький». И нет, с веселым смехом отвечала моя дочь. «Как же я буду ходить без ножки? Все ведь будут видеть, что на ней кожи нет». Ну тогда на спинке, спинка всегда под одеждой, никто не увидит. Ладно, сделанной усталостью отвечала моя Настя, как будто бы давая себе уговорить, и они обе засмеялись. Я вспомнил игру, в которой наша попутчица играла с ребенком на вокзале, и вошел в купе несколько успокоенный. Я смотрю, вы любите детей, Настя, но ваша маленькая тезка давно уже выросла с таких игр. Как знать, довольно протянула Анастасия, прихлебывая чай, и с улыбкой закинула ногу на ногу. Под красным подолом на секунду мелькнуло что-то багровое. А мне тетя Настя рассказала, почему носит такие длинные платья, затараторила дочка, залезая ко мне на колени. У нее ножка больная. Ничего серьезного, поспешно и несколько резче, чем следовало бы, прервала ее наша собеседница. Да и кто носит короткие платья, когда октябрь месяц на дворе? Правильно, она снова громко расхохоталась. И вообще, как я всегда говорю, простите, Анастасия, пытался я мягко, но настойчиво клиниться в ее бесконечный монолог. Я все же не могу вспомнить. Анастасия Викторовна, тут же услужливо ответила она, и я невольно рассмеялся, озадаченный совпадением. Да, как и наша Настя, я тоже Анастасия Викторовна. Да, как и ваша Настя, я тоже Анастасия Викторовна. Мы ведь с вами уже оба посмеялись над этим, вы не помните. Я не помнил. И мы с вами где пересекались, что? Ну где мы с вами познакомились? Я что-то не припоминаю. Мы учились вместе или... Учились, странно блестя глазами, ответила она, и я задумчиво крякнул. Что ж, ладно, учились. Это было так давно, что все может быть, но что-то мне все же не давало покоя. Но простите, пробормотал сбитый с толку я. А вы тоже окончили мехмат в 92-м. Что-то здесь не складывалось. Как мы могли учиться вместе? Да, она выглядит лет на 20 моложе меня. Нет, серьезно ответила она, я позже окончила. А куда конкретно вы едете? А туда же, куда и ты. Я же вам не говорил, на какой остановке встаю. Да шучу я, и вообще, Витя, почему ты постоянно называешь меня на «вы»? Мы же почти сверстники. Заказать тебе тоже чайку. Ты знаешь, я обожаю чаи в поездах, особенно эти красивые подстаканники. Вот, казалось бы, ничего особенного, но...
И она снова начала свой бесконечно визгливый монолог, от которого у меня тут же начал ломить виски. Ее голос впивался мне в мозг, как бармашина в зуб, к тому же она теперь переключилась на Настю. И вдвоем они визжали и хохотали, как две обезьянки. «Простите, вернее, прости, а как твоя фамилия?» «Викторовна». «Викторова», почему-то на секунду запнувшись, ответила. «Викторова моя фамилия». «Как же это ты меня не помнишь?» «А еще говорят, память девичья, вы, мужчины, вообще ничего не запоминаете, скажи, Настя». И она снова переключилась на мою дочь, которая явно была в восторге от ее зубодробительной, несносной болтовни. Что-то мне это напомнило. Как будто цыганка забалтывает тебя на улице, или как будто в секте тебе промывают сознание. Точно так же быстро, шумно, монотонно, как будто беспощадные шестеренки какого-то с ума сводящего механизма мясорубкой перемалывают тебе мозг. «Простите, Анастасия», — наконец сказал я, — «я хочу лечь сегодня пораньше, если вы не против, очень уж голова болит». Конечно, она была не против, несмотря на недовольное хныканье Настеньки, желающей подольше пообщаться с новой подружкой. Я выключил в купе свет, и мы оба укрылись одеялом на своей полке. Вскоре дочка уже спала в моих объятиях, но мне сон в глаза не шел. Я видел, что странная попутчица молча сидит в темноте на своей нижней полке, и когда свет проносящихся мимо фонарей и станций ненадолго выхватывал из тьмы ее лицо, я понимал, что она пристально и не мигая следит за мной. Я лежал так не менее 2 часов, и за все это время она даже не пошевельнулась, не говоря уже о том, чтобы отвести от меня взгляд. Единственное, что я успел увидеть перед тем, как уснуть, как она вроде бы протянула руку и зачем-то погладила мою дочь по коленке. Но тогда было так темно, что я не мог быть уверен, что мне не показалось. Много спутанных, разрозненных мыслей роились у меня в голове. Но по истечении этих 2 часов, засыпая, я уже утвердился в мысли, что не было никогда у нас на мехмате никаких Насть Викторовых, ни на нашем курсе, ни курсами младше. И она просто взяла эти имя и фамилии от наших с дочкой имен, и уж тем более она не гуляла никогда у меня на свадьбе, иначе я бы ее точно запомнил. И что самое главное, такого мерзкого, визгливого, винчивающего в уши голоса я бы точно не забыл никогда. Поэтому, когда я проснулся утром и не обнаружил странной попутчицы на соседней польке, я вздохнул с облегчением. «Папа, папа, хватит спать!» Настя трясла меня за плечо. «Когда мы уже приедем?» «А где?» «Да вчерашняя тетя. Вышла, она скоро придет. Поможешь мне кофту надеть?» «Слушай, Настя», тщательно подбирая слова, заговорил с ней я. «Мы с тобой сейчас оденемся и тихонечко уйдем. Пойдем, посидим где-нибудь в другом месте». «Почему?» – удивленно заморгала она. Я посмешно оделся и начал натягивать на нее свитер. «Давай, давай, позже заплетемся. Здесь наверняка есть свободное купе или у проводницы посидим. И с тетей это никогда больше не разговаривай, если увидишь ее. Понятно? И вообще близко даже к ней не подходи». «Ну почему, пап?» Конючила Настя, пока я шнуровал ей ботинки, но я спешил и не слушал ее. В этот момент дверь нашего купе отъехала в бок, и вошла наша странная попутчица. «Так рано одеваетесь, ваша остановка ведь еще не скоро». «Откуда тебе знать, где наша остановка?» – подумал я, но вслух сказал другое. «Да, мы решили пораньше, сейчас почистим зубы и поедем сразу же». «Да, Настя, поезд на нашей станции стоит недолго». «Ну, как хотите», — с подозрительным благодушием откликнулась попутчица, спорхнув на свою нижнюю полку. Боковым взглядом я снова отметил что-то темно-багровое, цвета сырого мяса у нее под платьем, но она тут же натянула ярко-красный подол
своего платья себе на странно голые в октябре колени, будто мысли мои прочла. Только там очередь в туалет длинная, аж до самого нашего купе. Утро ведь все зубы чистить идут и сидят там подолгу. Ничего, тогда начал я и сбился, взглянув на ее лицо. Русые волосы, мягкие черты лица, самые обычные, ничем не примечательные, но это определенно была не та же девушка, что вчера. Ее нос стал длиннее, рот больше, и в целом она выглядела гораздо старше. Кроме того, на щеке чернела довольно крупная родинка, которую я просто не мог не заметить вчера. Что такое?» – с улыбкой спросила она, видя мою растерянность. Я почувствовал, что, должно быть, схожу с ума. Но это точно была другая, совсем другая незнакомая женщина. Я пошатнулся и схватился за стену, чтобы не упасть. И как раз в этот миг левая половина ее лица поплыла вниз, как горячий воск, глаз стек на щеку, а улыбающийся рот криво исказился, словно ей хватил инсульт. «Что, догадался?» – спросила она вдруг совершенно нормальным, невизгливым голосом. «А поздно, я уже получила то, что хотела». Я вскрикнул и оттолкнул ее от себя. И в этот момент ее голова упала с шеи и осталась у меня в руках. Когда я проморгался, в купе было пусто, и на нижней полке валялось красное платье в такой позе, будто бы это сидит человек. «Кто это был, пап? Куда она делась, пап?» – тараторила Настя. Я растерянно огляделся, выглянул в коридор, затем достал с верхнего багажного отсека незнакомкин чемодан. Он казался пустым. А через несколько дней моя Настя сильно обварилась и получила страшные ожоги. Хуже всего пришлось спине, там начисто не осталось кожи. «А знаешь, пап, — сказала она мне уже спустя годы, — я ведь в тот день добровольно ей свою кожу на спине отдала, сама того не зная. Решила, что ладно, под одеждой ведь ничего видно не будет. Ты ведь тогда заметил, что у нее под платьем кожи нет, одно голое мясо.